Вчера ряд республиканских и федеральных СМИ опубликовал сообщение об обыске в администрации города Владикавказа. По данным изданий, некоторых чиновников мэрии подозревают в растрате. Речь идет о продаже участка под строительство торгового центра. Однако ВМС эту информацию опровергли. По словам городских чиновников, прокуратура уже признала действия следственных органов незаконными. Следственный комитет комментариев по этому поводу не дает. Спорный участок площадью 77 соток расположен на пересечении улиц Барбашова и Кашджалийской. Здесь полным ходом идет строительство, уже возведены 2 этажа. Определить назначение здания по внешнему виду пока не представляется возможным. Мы официально заявляем о том, что эта информация недостоверна, не соответствует действительности. Дело было в том, что была проведена очередная проверка со стороны правоохранительных органов в одном из структурных подразделений администрации. И по результатам этого проведенного контрольного мероприятия администрации города в течение 1 суток, согласно действующему законодательству, была подана жалоба в органы прокуратуры, которые, рассмотрев жалобу администрации, отменили и признали незаконными действия правоохранительных органов. Обращаем также внимание и представителей СМИ, а также жителей города Владикавказ о заинтересованности некоторых определенных лиц в дестабилизации рабочей обстановки в администрации города, а также в дискредитации некоторых ее сотрудников. Глава республики Таймур Османсуров и архиепископ Засима обсудили детали празднования 1100-летия крещения Алании в 2018 году. Обсуждался состав оргкомитета и план торжественных мероприятий. В состав рабочей группы вошли как религиозные деятели, так и представители различных уровней власти. По словам Таймура Османсурова, это событие имеет историческое и культурное значение не только для Осетии, но и для всей православной России. В праздничных мероприятиях планируется участие святейшего патриарха всей Руси Кирилла. В этом году Северо-Осетинский государственный университет отмечает 95-й день рождения. Журналистам в преддверии знаменательной даты провели пресс-тур по территории вуза. Особенно активно университет развивается именно сейчас. Улучшаются образовательные программы, открываются новые объекты, ремонтируются корпуса. Вуз стал одним из победителей конкурса программ стратегического развития, проведенного Министерством образования и науки России 4 года назад. По словам ректора, документ Северо-Осетинского университета признан одним из лучших на федеральном уровне. Благодаря этому СОГУ дополнительно получил 272 миллиона рублей. Это финансирование мы потратили на создание условий для обучения студентов, на создание научных лабораторий, приобретение научного оборудования. Конечно же, мы вкладывали и собственные заработанные университетом деньги. Нас активно поддерживало Министерство образования и науки Российской Федерации. Вот ремонт общежития, строительство бассейна, многие работы проведены за средства федерального министерства. Северную Осетию с рабочим визитом посетил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергей Чуев. На совещании с министром по делам молодежи, физкультуры и спорта республики Хасаном Бароевым он обсудил реализацию государственных программ, направленных на военно-патриотическое воспитание, поддержку молодых предпринимателей и развитие волонтерского движения. Главной темой встречи стали также молодежные форумы. Традиционный селигер в этом году заменят «Территория смысла на Клязьме» и «Крымская Таврида». Они сконцентрированы в основном на вопросах внутренней политики, патриотизма и военного воспитания. Мы считаем, что форумы должны двигаться по территории Российской Федерации. Есть другие места. Может быть, рано или поздно всероссийский форум приедет и сюда, во Владикавказ. Вот, будем, по крайней мере, с вами на эту тему в том числе работать, обсуждать. Владикавказ 5-й раз подряд принимает международный фестиваль «Танцевальное шоу Кавказа. Танец дружбы». Это одно из самых ярких культурных событий в жизни столицы и уже успело стать визитной карточкой города. Первое рабочее заседание оргкомитета прошло в здании администрации. Специалисты говорили об обеспечении безопасности участников, подготовке площадки для проведения фестиваля и размещении конкурсантов. Конкурс юных танцоров стартует 11 мая, продлится 5 дней. Количество участников в этом году возросло до 700 человек, расширилась и география. В этом году заявку на участие впервые подали несколько городов Крыма и Израиля, а Северную Осетию представят 2 команды – «Молодость Осетии» и «Владикавказские Аланы». Первое совещание такое установочное, куда мы пригласили все структурные подразделения, кроме этого полицию, Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, все структурные подразделения города, с тем, чтобы обозначить план мероприятия, реализация этого плана, связана с проведением, на мой взгляд, масштабного мероприятия, фестиваль «Танец дружбы»,
5-й юбилейный фестиваль. На базе Владикавказского детского сада номер 88 уже 2 года работают так называемые инклюзивные группы. Помимо обычных детей, там обучаются малыши с ограниченными возможностями здоровья, всего их 56 человек. С ними работают учителя-дефектологи, психологи, логопед и руководитель физвоспитания. Большинство из этих детей страдает аутизмом. Это расстройство затрагивает каждую сферу жизни ребенка, поэтому в создании необходимых для ребят условий участвуют все. О проблемах аутизма поговорили и на круглом столе. Выявлять расстройства на ранних стадиях в Северной Осетии еще не научились, но продвижение в обеспечении социальной поддержки особенных детей, несомненно, есть. Сейчас все силы брошены на то, чтобы современное общество приняло аутистов. Наши специалисты уже сейчас при необходимости сопровождают ребенка в школу, в детский сад. Это касается всех детей-инвалидов, не только с расстройством аутистического спектра, потому что они выделяются в особую группу только по специфике их состояния. Чтобы иметь какую-то статистику, нужно иметь четкую методику, кто попадает под этот круг лиц. И вот сейчас такие методики, оценки, они очень отличаются. В Нотно-музыкальной библиотеке открылась экспозиция работ молодого художника Андрея Лапина под названием «99 этажей». Это его дебютная персональная выставка. В экспозиции представлено более 20 картин, работы, написанные за последние 2 года. Автор признается, в работе предпочитает использовать тушь и перо. Вдохновение молодому художнику искать не приходится, он переносит на полотно картинки и сюжеты из реальной жизни. Все желающие смогут посетить выставку Андрея Лапина в течение этого месяца. Я арендую мастерскую Союза художников, и со мной арендуют еще 3 художников. Они достаточно постарше меня, и всегда хочется их догнать по мастерству и тому подобное. И даже бывает интересно себя заставлять, потому что пришло время, когда уже замечаешь, что просто не можешь уже не работать над собой.